Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Большая и важная задача любого поколения – сохранить и приумножить культурное наследие, сберечь историю. Ведь именно через сохранившиеся памятники культуры, архитектуры мы познаем мир, ощущаем его целостность историей. И особенно важно говорить о сохранении памятников на территории Якутии в год культурного наследия народов России. Тем более, если верить словам Михаила Васильевича Ломоносова, народ, который не знает свою историю, не имеет будущего. И сейчас эти слова как никогда актуальны. Поэтому сегодняшним гостем моей студии, руководителем департамента по охране объектов культурного наследия Николаем Макаровым, мы поговорим о том, как сегодня в Якутии охраняют памятники, какие мероприятия проходят в важный для департамента год. Добрый вечер, Николай Афанасьевич. Давайте для начала объясним зрителям, чем занимается департамент, что входит в охрану объектов культурного наследия. Это огромный пласт работы, самый разнообразный и интересный. На сегодня в республике 1873 объектов культурного наследия, которых мы называем еще и памятники истории культуры, куда входят памятники монументального искусства, архитектуры, археологии. 1873. И наша задача их держать в целости и сохранности. Что это означает? Это выявление собственника. То есть каждый памятник должен иметь своего собственника. Если это памятник архитектуры, должен иметь свою зону охраны. То есть мы следим, чтобы вокруг этого памятника не строились высотные дома, которые будут мешать обзору данного памятника или что-то в этом роде. И у нас очень такой конфликтной ситуации бывает на этой почве тоже, не без этого. И одним из направлений, важных направлений нашей работы является государственная историко-культурная экспертиза. Что это означает? Допустим, есть промышленник или строительная компания, который должен построить тот или иной объект или сделать карьер. Он должен сначала провести историко-культурные экспертизы и перед департаментом охраны культурного наследия доказать, что на этом месте не жил древний человек, нету культурного наследия, нету археологического памятника. И очень большой проблемный пласт работы, представляете, находится в этой сфере. И еще одним важным направлением департамент исполняет федеральные полномочия. Что это означает? Мы должны каждые 5 лет проводить мониторинг состояния объектов культурного наследия федерального значения. Их у нас 127 по всей республике. Это памятники, в первую очередь, археологии, находящиеся в самых труднодоступных местах, и мы каждый год делаем экспедиции по этим памятникам и так далее. То есть очень интересная и разнообразная Но вот эти работа. памятники археологии, это прям стоянки древних людей? Да. В нашей республике насчитывается более 1000... Кисленицы, да, вот это вот? Да. Туда входят и стоянки древних людей. Как вы знаете, Якутия всегда была богата археологическими стоянками, начиная от Дерингуряха, по версии Юрия Алексеевича Мачанова, прародины человечества вообще. И так далее. То есть они находятся по всей республике. И мы должны за всеми ими следить, чтобы их никто не трогал, не разрушал или не смывало водой, например. То есть, значит, стоянки древних людей, получается, памятники архитектуры, то есть какие-то старинные, старые дома, да. Потом это, вы говорите, культурные, ну вот монументальные, то есть это памятник Ленину, он тоже? Да, это монументальный памятник, памятник Ленина, объект культурного наследия регионального значения. У нас в республике 129 памятников Великой Отечественной войны, стоящих под охрану, но их еще больше, их около 500. Мы взяли под охрану вот такое количество. И это тоже монументальные памятники. Отдельной категорией являются собой достопримечательные места. Это священные, сакральные места типа Куллаты, типа Чочурмуран, типа Сасьсарыкю, озеро Сасьсары. Это отдельная категория памятников, которые охраняются законом. А вы их тоже охраняете? Да. Мы их выявляем, берем под охрану и защищаем от, в первую очередь, от антропологического воздействия, вредного, так называемого вредного воздействия человека. То есть тогда получается и там Кигелях, например, тот же, да? Или но вот смотрите, Кигелях — это природный объект. Тут нужно различать культурный объект и природный объект. Например, Ленские столбы — это природный объект.
Это памятник природы, который охраняется, но он охраняется как памятник природы. А мы занимаемся Рукотворными где рука человека соприкоснулась с природой, мы охраняем. Допустим, это... То есть, если бы Стоунхендж был в Якутии, то Да, это был бы... совершенно правильно. Он был бы под вашей охраной. Да. И, например, как пример Стоунхенджа, например, будет в скором времени, надеемся на это, Чочор-Маран. Или Куллаты, который сейчас мы совместно с Управлением архитектуры республики, с Центром компетенции Лета превращаем постепенно в подобие Стоунхенджа. А озеро Сайсары, вот само как озеро, это же... Или вы набережную вот все охраняете, получается? Тут есть такие моменты. Есть такое понятие, как предмет охраны. Например, стоит памятник архитектуры, дом, большой дом, неважно сколько этажей, но этот дом, он охраняется. Мы приписываем в паспорте объекта, что именно мы охраняем. Это может быть наличники, это может быть двери, это может быть носящая конструкция. То есть в документе все должно быть указано. Почему так делается? Если, допустим, человек разрушает предмет охраны, это очень большая ответственность. То есть если вырывает наличники, это уголовное дело. А если наличник не является предметом охраны, это уже административное дело. Ну, вот такое довольно-таки серьезное различие между предметом охраны и не предметом охраны. Понятно. Ну вот смотрите, Якутск ведь раньше был деревянным, Да. и вот я, например, помню, на Гемиине, вот возле остановки, был такой очень красивый домик деревянный, как раз с наличниками резными. Вот вы заговорили про наличники. Ну вот он прям там один такой был, красивый-красивый, рядом еще сосна стояла. Ага. Помните такой дом, нет? Нет, не помню. Но такие дома были, и до сих пор они находятся. Допустим, рядом с Гемиином есть Сергеляское шоссе, и рядом можно посмотреть, в том числе дом Никифорова Гаврила Васильевича Монетавола. До сих пор так и является. Там сейчас находится детский сад, городской детский сад, и мы собираемся этот дом перевести и взять под охрану. Но вот этот ландшафт до сих пор сохранился в определенных местах, даже города Якутска. А чтобы взять объект под охрану, его нужно освободить или там, освободить, сделать из него музей, или можно охранять дом, в котором люди живут, или в котором детский сад отдыхает? Тут законодатель большого различия не видит. Дом может быть пустовать, может быть заселен жильцами, гражданами, физическими лицами или социальным объектом. Например, мы совсем недавно отреставрировали дом казначейства. Архитектора Лишевича 25 марта, в День работника культуры, мы его открыли. Там находится Национальная зарубежная галерея Национального художественного музея, то есть дом социального назначения. Или, например, есть по улице Короленко так называемый «Глобус», дом «Глобус», вот совсем рядом. Это объект культурного наследия местного значения. Там больше десятка учреждений. Там и Следственный комитет, там и геодезия и так далее. И магазинчики какие-то. И магазинчики, но дом является собственником дома, там самые разные. Держатели баланса самые разные, но этот объект является объектом культурного наследия местного значения. Так что вопрос собственника законодатель гибко решает. И мы можем взять под охрану и охранять любой дом, кому-либо он не принадлежал. А вот как поступить с восстановленными памятниками? То есть вот я говорю про старый город сейчас, да, он, безусловно, украшение города, уже визитная карточка, вот, но тем не менее говорят, что там все дома, они уже новоделы, кроме здания Алмаз-Регионбанка, если я не ошибаюсь. Там два объекта культурного наследия, которые мы охраняем. Это дом Максима Кировича Амосова и здание Алмаз-Регионбанка. Все остальные новоделы. Историческая ценность этих домов довольно-таки спорная. Допустим, кто-то считает, что они исторически ценны, кто-то не считает, что их исторически ценны. Но, тем не менее, вот эти два объекта культурного наследия влияют на весь старый город, потому что, я уже говорил, близ объекта культурного наследия нельзя строить высотные дома и любое сооружение, которое не отвечает историческому облику старого города. То есть старый город сам по себе является таким охраняемым территорией. Но при этом отдельные объекты в нем не все охраняются. Нет, не все, к сожалению. Тут некоторые считают, что просчеты были сделаны во время сооружения старого города, это в начале
нашего века. Но с этим можно спорить, можно не спорить, но на сегодня мы имеем то, что имеем. Мгм. А что с проектом «Старый город-2» в Залаге? На сегодня мы имеем охранную зону. Там находится тоже несколько памятников, 2 памятника истории и культуры и 1 выявленный памятник истории и культуры, который влияет на весь Старый город-2. И опять же, там нельзя уже строить высотные дома, потому что там находятся объекты культурного наследия. То есть уже территория является охраняемой. Сейчас готовится концепция. В скором времени мы получим, надеюсь, готовую концепцию. И с этого года начинаем восстанавливать некоторые дома из числа объектов старого города. А с жителями этих домов что? Пока мы собираемся восстановить дом Сорна Маллана по Чернышевского, 26. Это сразу же за домом Арчи. Он стоит сгоревший, и там не живут. Жил один человек, он был переселен муниципальными властями, и там этот дом мы собираемся восстановить и разместить там образовательное учреждение. Это начиная с этого года. И в ряде участков будет перенесены дома Гаврила Васильевича Никифорова Монетагула с Сергалярского шоссе, который я уже упоминал, и художника Валериана Васильева. И этим всем занимается у нас Якутское республиканское отделение Общества охраны памятников. Васильев Руслан Васильевич. А их, кстати, можно переносить с места на место памятника? Если объект культурного наследия, нет. Абсолютно. То есть если признан объектом культурного наследия, то все уже, где построен, там построен, там и стой, да? Там даже на сантиметр перенести совершенно не получается, потому что закон тут однозначно подходит и не переносится. Поэтому мы идем следующим образом. Мы сначала переносим исторически ценное здание, потом берем под охрану. Хитренькие. Нет, это даже не хитрость, это такой вынужденный подход. Потому что если бы мы взяли его под охрану там, где они находятся, мы бы не могли их ни восстановить, ни взять под охрану. Боюсь, что так. Ну, такой компромисс, да? Да, и эта практика такая. Мы сначала переносим, восстанавливаем, ремонтируем, потом берем под охрану. Это совершенно нормальная практика. Так, а вот во вновь открывшихся, значит, мне подробностях я теперь не могу не спросить про вот эту нашу боль, про башню Тыгына, так называемую, да, возвратную башню Якутского острога. Я ее помню школьницей, вот эту старинную еще, вот, и не уберегли, сгорела. А она была объектом культурного наследия? Или если не была, то почему ее на том же месте не восстановили? Да, еще мне мама рассказывала, что раньше она стояла вообще где-то возле театра оперы и балета теперешнего. Я помню, вот такую больную тему вы затронули, очень больную тему. Я помню себя 5-летним возрастом, когда мой отец, первый раз, когда пришли в музей Ярославского смотреть, он показывал на так называемую башню Тыгына. На самом деле она называлась надвратная башня Якутского острога, но в народе она была и осталась как башня Тыгына. И показывали, с тех пор боль утраты до сих пор не утих. Он сгорел в августе 2002 года, за месяц до юбилея нашей столицы, города Якутска. И я до сих пор не могу понять, попытаться понять, как мы потеряли такой ценный объект. Это был объект культурного наследия регионального значения. То есть это было самое старинное сооружение нашей республики. Он был построен в 1682 году. Стариннее не было здания. И сильнее, я думаю, что, не боюсь этого слова, тоже сложно найти. Но мы его потеряли. Он прошел через все войны того периода, через гражданскую войну, через Отечественную войну, но сгорел совершенно мирный период. Был восстановлен надвратной башней, которую вы можете посмотреть на территории Старого года, за которым следит местное отделение Общества охраны памятников, и там находится их музей. Но это копия. Это копия. Так что признаем, это сложный и очень больной вопрос. И что мы сейчас должны делать? Мы должны принять боль и опыт того периода и стараться, чтобы они не повторялись. Но вы же говорили, что если это объект культурного наследия, то он должен быть восстановлен на том же самом месте. А она же стояла во дворе музея. Это 2002 год, это немножко другое законодательство и другое время. Все поменялось, да, с тех поменялось. Допустим, мы работаем сейчас с законом 2012 года.
И по большому столу с 2016 года. То есть требования оттуда ужесточились гораздо. То есть мы можем вернуться на 2002 год и потребовать восстановить на том же месте. Но это будет уже добрая воля собственников того участка и так далее, и так далее. То есть это будет уже не требование закона на, кстати, идея. Можно подумать об этом, но об этом никто до сих пор не ставил вопрос. Понятно. Ну вот еще, пока еще у нас есть здание реального училища и здание мужской классической протогимназии. Да. Вот эти два здания, здание Якутского реального училища и Якутской мужской прогимназии, самые болевые и проблемные объекты на сегодня нашей республики. Ну вот я прям... И позапрошлом году в своем послании глава нашей республики Асен Сергеевич Николаев дал поручение начать восстановление данных объектов. И с тех пор были выделены довольно-таки немаленькие средства на подготовку проектно-сметной документации. И в этом году, год культурного наследия, они будут завершены. То есть проектирование, восстановление объекта культурного наследия – это первый этап и один из самых важных. Без проектирования следующий шаг просто-напросто невозможен. В этом году мы завершаем и сразу начинаем параллельно искать инвесторов и республиканские средства. Параллельно еще один объект, который будет восстановлен, надеюсь, в скором времени, это здание музея Ярославского, который тоже является объектом культурного наследия и на который тоже готовится сегодня проектно-сметная документация. То есть первый шаг нами уже сделан. Это же архиерейские палаты, да, бывшие? Да, это архиерейские палаты, но они не работали тогда как архиерейские палаты. Они не успели просто-напросто. Вот в 20-х годах их... То есть они были построены как архиерейские палаты, но в этом качестве не использовались, да? Начинали их строить как архиерейские палаты, но завершены были как уже здания музея. С 20-х годов там находится здание музея, и они были взяты под охрану как объект культурного наследия, как здание музея имени Ярославского. Да, а не как архиерейские палаты. Ну да, их архитектура, кстати, Лишевича, архитектора, и сам вид этого сооружения повторяет архиерейские палаты. Ну вот, кстати, да, Лишевич, это же вот как раз этот музей здания, Да, получается, да, архиерейские да. палаты. Это вот галерея, про которую вы упоминали, казначейство Да. бывшее, национальная библиотека ведь тоже, да? Да. Совершенно Вот. правильно. То есть это самые красивые вообще каменные старинные здания в Якутске. Судьба наследия Лишевича, она, с одной стороны, очень Вот если бы Якутск радостна. весь такой Да, был, он бы был да. бы очень красивый. Это тот архитектор, который сделал огромный вклад в сегодняшний внешний вид города Якутска. Это, как вы упомянули, прекрасное знание нашей архитектуры. Но, знаете, его здание, которое он строил, был архитектором, это Дома казначейства и историческое здание Национальной библиотеки, они носят название совершенно другого человека, Браума Гартена. Лишевич нет у них. Поэтому сегодня общественность нашей республики требует возвращения имени Лишевича в эти здания. Уже давно. Мы этим вопросом обещали заняться после завершения реставрации Дома казначейства, и мы попытаемся его исполнить. В чем сложность? Мы должны заново провести экспертизу, а это очень долгое и дорогое дело. Мы должны доказать перед всем миром, что действительно Лишевич построил эти дома, и вернуть его имя. Я думаю, что этот вопрос нами будет решен. Ну вот сейчас идет у нас в России год культурного наследия. Да. Это прям получается ваш год. Какие-то, наверное, я не знаю, крупные мероприятия будут. Вот сейчас, я знаю, проходит у вас какое-то большое мероприятие дальневосточное. Расскажите, пожалуйста. Сегодня как раз началось совещание органов охраны объектов культурного наследия Дальневосточного федерального округа. Участвует 8 регионов, кроме Сахалина, Чукотки и Бурятии. Все наши коллеги прибыли наши руководители из Управления Минкультуры России по Дальневосточному федеральному округу. Немировец Анна Сергеевна будет проводить это совещание. То есть мы ожидаем довольно-таки эффективной работы этого совещания. Что там должно решиться? Потому что... В последнее время в нашем деле наметились ряд изменений.
нововведений, проведении государственной историко-культурной экспертизы, о котором я упомянул, в защите объектов культурного наследия. У нас есть, как и у всех регионов Дальневосточного округа, проблемы, которые мы должны решить совместными усилиями. Например, мы будем ставить вопрос, а не освободить ли от налогов собственников объектов культурного наследия. От земельного и имущественного. Имущественного. Потому что я сказал, что свыше 80% наших памятников не имеют собственников. Это муниципалитеты должны ими видать, а там налоги очень и очень серьезные. И мы можем... И они просто не хотят себя на баланс брать, чтобы Да, налоги да, не совершенно платить. правильно, потому что сразу они возьмут, и сразу же муниципалитет входит в такую сферу, когда он обязан будет просто-напросто содержать этот объект, мы будем требовать у него прямо-таки договором, и вплоть до уголовной ответственности они будут отвечать за эти объекты. А там очень большие расходы. Соответственно, мы должны стараться найти точка соприкосновения с собственником. Они все хотят защищать и охранять свои памятники, которые находятся. Это их Но не наследие. хотят за это платить большие Да, налоги, но это понятно. я бы не сказал, не хотят, не могут. Ну не могут, Не да, могут. да, Тут понятно. бюджет муниципального образования довольно-таки... Ну, чем такой, меньше муниципальное да. образование, тем больше сложностей у него с бюджетом. Да, Понятно. поэтому такого рода принципиальные вопросы мы должны поднимать на федеральном уровне всем округам. Эти и другие будем вопросы поднимать. Например, наши археологи давно уже ставят вопрос, а не наделить же Департамент охраны культурного наследия Якутии полномочиями по лицензированию археологических раскопок. Сейчас лицензию, открытый лист выдает Министерство культуры Российской Федерации. По всей республике, по всей России, любой клочок земли, они выдают разрешение, и это приводит к ряду задержек. А у нас археологический период и период строительных промышленных разработок очень короткий. Да, это с мая по сентябрь. И просто-напросто не успевает ни реагировать, ни отчитаться, ни запросить. Поэтому если бы эти полномочия были переданы на субъекты, тогда мы бы легко решали бы гораздо гибче и ничуть не хуже, чем Министерство культуры, например. Так что думаем. Этот вопрос тоже будете ставить, да? Да. Я думаю, что эти и ряд других вопросов, если наши коллеги не будут против, войдут в резолюцию совещания и уже уйдут дальше. Я вот, кстати, хотела кого-нибудь из ваших коллег пригласить, но мне сказали, что они все едут в УЛУС. Да. Что они там будут смотреть и в каком УЛУСе? Как пример мы приглашаем Хангаласский УЛУС. Там и Хангаласский УЛУС чем примечателен? Там есть все категории памятников. И архитектуры, и достопримечательные сакральные места, и наскальные рисунки и так далее. И мы на примере уже земли хотим показать за один день пласт работы, который мы имеем. Ну чтобы все Да. они И там посмотрели. и там реализуется ряд проектов довольно-таки успешных. Это благоустройство сакральной местности Куллаты. Наверняка большинство жителей города Якутска посетили. Там было отреставрирована церковь. В этом году завершили и уже вводим. Там и берем под охрану ряд достопримечательных мест, такие как Истяк-Буран, селе Уктемсы. То есть мы, например, хотим показать и поделиться опытом, и перенять их опыт. То есть получается, а вообще вот после Якутска какой, ну понятно, что в Якутске, наверное, самое большое количество памятников, мне так кажется, и поправьте, если я не права, а после Якутска тогда получается какой район, вот, где больше всего памятников? Вы правы, конечно же, город Якутск это наибольшее количество памятников имеет, свыше 300 объектов культурного наследия. Я говорю только охраняемых объектов, а не охраняемых и ждущих своих очередей еще больше. Но давайте смотреть, очень большие, хорошие, огромное количество памятников имеет город Вилюйск. Там в городе Вилюйске в центре 26 объектов культурного наследия архитектуры. И это очень большое количество для такого города, как город Вилюйск. Там сохранность большинства объектов хорошая. Я бы даже сказал, прекрасная. А перспективы мы можем еще больше увеличить. Это в основном вот эти деревянные дома, да, Это, конечно, это деревянное зодчество. И уже давно совместно с
нашими коллегами из Вилюйска рассматривается вопрос о передании статуса города Вилюйского исторического поселения. Это такой статус, когда город сам по себе берется под охрану. Весь город. Ну, историческая Историческая часть, Это, ага. ну, центр города Вилюйска точно. Ну вот Верхоянск, по-моему, тоже ведь... Верхоянск, да, но там, во-первых, памятников архитектуры, из них только штаб красноармейцев во время осады Верхоянска. Это нынче детский сад, город Верхоянск. Это бывший штаб красноармейцев. И в перспективе мы можем взять под охрану 4 дома, в том числе дом, где жил Алексей Алексеевич Кулаковский, будучи комиссаром Верхоянского округа, но только в перспективе они не являются на сегодня объектами культурного наследия. А вот как стать объектом культурного наследия? То есть если вы, ну, вы же знаете, что там старинные дома, взять, записать там себе, нет? Мы работаем по заявительному характеру. То есть должен быть инициатор всего этого действия. А вы сами не можете быть инициатором? Теоретически мы можем привлечь общественные организации, экспертов, чтобы они Ну проводили... вот тоже общество по охране памятников, Да, да? общество по охране памятников, теоретически мы все можем. Но тут мы предпочитаем идти посредством помощи муниципальных образований, потому что тут должна прослеживаться интерес местных властей, воля к защите и охране этих объектов. То есть администрации района, города. Да, да, совершенно правильно. Поэтому, когда целых 4 раза мы встречались с делегацией Верхоянского района и решали эти вопросы, но пока только в перспективе все эти действия в будущем. И мы объясняем каждый раз, что нам нужны заявления. Но к заявлению же должен прилагаться пакет документов, да? В первую очередь, это заявление определенного образца, где заявитель прилагает еще и такой момент, как историческая справка. То есть заявитель должен доказать, что этот объект, который он хочет взять под охрану, является исторически ценным. А это довольно-таки сложно. Допустим, мы говорим, что Кулаковский Алексей Алексеевич жил в таком-то доме, когда работал комиссаром Верхоянского округа. А где документы? Именно что в этом доме Где его жил? паспорт с пропиской? Да, ну, образно говоря, так. А это сложный процесс. Как пример, вот, допустим, мы хотели в прошлом году взять под охрану так называемый балаган Кёх-Катерина, это знаменитая возлюбленная Василия Манчары, который находится в селе Танда у Салданского улуса. Прекрасный объект, прекрасной сохранности. Местная администрация и музей Тандинский очень здорово, молодцы, смотрят за этим объектом, но мы не смогли доказать, что этот дом принадлежал Кёх-Катерине. Нету документов. А что входит в документы? Это исторические справки, это старые газетные статьи, когда кто-то где-то упоминал, что в этом доме жил Кёх-Катерина и так далее. А такого не оказалось. Так что это основная такая линия, когда через которую может сложно переступить. Подождите, а газетная статья, если газетная статья была написана, там, ну я не знаю, 5 лет назад или 10 лет назад, или сейчас напишем статью? Но вы, когда будете писать, вы должны будете опираться на определенные данные. Да. Вы должны будете на архивные документы, на воспоминания старожителей. То есть вот, а с тем периодом уже очень сложно получается, Да, потому что поэтому уже вот. сложно что-то найти. И мы сейчас ищем выход, искренне надеемся, что найдем взять под охрану вот этот объект. Тандинский имеется в виду. И такого рода вопросы встают во многих населенных пунктах нашей республики. Ну вот чуть далеко ходить за примерами. На родине моих предков, в Тулгалахе, Верхоянского улуса, там есть, значит, до сих пор сохранилась церковь 860-го, по-моему, года постройки. Там они специально привозили мастера из Салданского улуса, чтобы он ее там без одного гвоздя построил. Вот. И церковь эта стоит, слава богу. А вот усадьба там Моисея Дмитриевича Ефимова, она сгорела. Амбар был большой, как крепость, такой двухэтажный, с бойницами. Узкий тоже сгорел. Вот. Ну, вот церковь давайте признаем памятником. По нашим сведениям, в Верхоянском районе 4 церкви не взяты под охрану. Есть 4 церкви хорошего состояния по фотографии, но они не являются объектами культурного наследия.
Как только появится воля у руководства Верхоянского района, мы займемся этим вопросом. То есть, как мы будем делать, поступать? Мы получаем заявление, выезжаем или отправляем командировку в Верхоянский район и смотрим, проверяем документы, будем поднимать и проводить такие работы, как обмерные чертежи, даже топосъемку. И будем брать под охрану. В Верхоянском районе мы много думаем, и еще есть такие моменты, как финансовая составляющая. То есть документы, они довольно-таки дорого стоят, и они делают не департамент. То есть придется заказывать на аутсорс, как это сейчас модно говорить, да? определенным органам. Но это должна администрация района там, взять на себя эти расходы. Да. Но бывает так, что мы как пример, как для того, чтобы стимулировать местное население, финансировали ряд объектов, взятие под охрану ряд объектов. В прошлом году мы изыскали 300 тысяч рублей, и совместно с нашими коллегами из Ярова ОПИК взяли такие объекты, как Тюбинскую, в селе Тюбе, Намского улуса, дом Притч. Это был выявлен объект культурного наследия, мы его сделали объектом культурного наследия. Я говорил уже о такой местности, как Истях-Баран в Актемском наследии Хангаласского улуса, который тоже мы часть финансирования брали на себя, проводили экспертизу, взяли под охрану. Мы почему так поступали? Чтобы научить на примере, как можно защищать достопримечательные места. Ну и мы ведь с вами совместно тоже в прошлом году провели телемарафон на НВК и восстановили башню Банчара, так называемую. Да, это был прекрасный пример. И сразу отметили на всероссийском уровне все хранители наследия и упоминали в конференциях, что Якутия такие нестандартные подходы в восстановлении объектов культурного наследия проводит. И мы собрали 2,5 миллиона рублей со всей республики, не только жителями Хангаласского улуса, и восстановили один из самых знаменитых объектов культурного наследия федерального значения. И думаю, что этот пример нами будет продолжен, и в этом году мы через телемарафон уже хотим восстановить 2 объекта. Ну, попробуем. До того нам понравилось работать с населением, и думаю, если... Да, период такой довольно-таки интересный, я бы не сказал сложный, интересный, и думаю, что жители республики, кому не безразлична судьба наследия, помогут нам восстановить объект. А вот что с этой акцией, когда сохраним памятники, когда люди за свои средства восстанавливают? Ну, это Сен Сергеевич начал, значит, восстановил эту мельницу Топчанку на территории Чирковского музея за свои средства. А потом вот после него кто-то за свои средства что-то восстанавливал? Очень много. За 3 года, вот, Ирина Владиславовна, Арсений Сергеевич принял участие в открытии после реставрации мельницы Топчанки 29 августа 2019 года. Вот 29 августа 2019 года мы считаем такой датой, когда началось массовое восстановление объектов культурного наследия. С тех пор мы отреставрировали такие объекты, как дом 19 века в городе Улёкминске за федеральные средства. Вот 25 марта открыли дом казначейства, восстановили церковь в селе Курдам Хангаласского улуса и башню Манчара. Это крупнейшие объекты. Восьмигранную юрту в селе Черкёх Татинского улуса, избу Эдуарда Пекарского, избу Трощанского и так далее, и так далее. То есть это дело продолжается. Всего 35 объектов за 3 года, но в этом году мы будем восстанавливать дом Сурна-Муллона по Чернышевского, 26 в городе Якутске. Будем восстанавливать дом Савы Егорова в селе Титары Усалданского улуса. Будем восстанавливать трибуну Оюнского в селе Намсы и так далее, и так далее. То есть благое дело, которое было начато 29 августа, оно продолжается. И знаете, какой казус у нас возник? Этот проект «Сохраним памятники» был рассчитан на 3 года. То есть к столетию автономии, который завершается. То есть сейчас завершается? Ну, 27 апреля должно быть завершено. Но нет, уже поступает просьба, чтобы мы продолжили. Поэтому мы нашли такой вариант продолжения, когда мы будем уже подводить итоги 3-летия и будем дальше работать. То есть если люди желают восстанавливать, мы только за.
И это очень важно. Ну что ж, желаю вам в этом успеха. Спасибо. Вот, Спасибо. в вашем нужном таком деле. И спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я хочу напомнить, что часть вопросов нам помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.